Это актуальное интервью в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Часто, когда речь заходит о развитии современной медицины, мы, как правило, говорим о последних достижениях, внедряемых в столичных клиниках. А как обстоят дела с медициной в сельской местности? Насколько она доступна и качественна? Могут ли жители сел, не выезжая за пределы своей местной больницы, получить необходимое лечение или пройти обследование? Об этом мы сегодня поговорим с Арианом Сергеевым, главным врачом Намской центральной районной больницы. Ариан Николаевич, здравствуйте. Добрый день. Как правило, уровень развития медицины прямо отражается на демографических показателях. Если взять ваш Намский район, какие демографические изменения свойственны в последние годы вашему улусу? Если говорить в целом по демографической ситуации, то за последние 3 года ежегодно у нас отмечается положительный естественный прирост. Это когда количество рожденных превышает над показателями количество смертности. Ежегодно у нас рождается около 400 детишек, и показатели естественного прироста всегда положительны. Если брать, например, предыдущие года, то 20 лет назад население Намского улуса было чуть больше 20 тысяч, то на начало этого года нас уже чуть больше 25 тысяч. То есть население потихонечку растет за счет, во-первых, как естественного прироста и повышенной высокой рождаемости, так и за счет внутренней миграции внутри республики. И, конечно же, с увеличением количества населения у нас растет и потребность в медицинской помощи, потребность в качественной медицинской помощи, и наша центральная районная больница старается на все эти вызовы отвечать и соответствовать всем требованиям современным. А как это выглядит на уровне республики? Если в целом говорить, что по показателям, например, рождаемости и естественного прироста, то показатели по Намскому улусу, они всегда больше, чем в целом по республике. Очень много для эффективной работы любой системы зависит от того, как она организована. Какова структура лечебной сети улуса? Но если говорить всего по нашему району, то площадь нашего района почти 11,5 тысяч квадратных километров, 21 населенный пункт, и в каждом населенном пункте у нас есть медицинский объект. Это или же врачебная амбулатория, или же ФАП. 11 врачебных амбулаторий, 9 врачебных амбулаторий, 11 ФАПов. И в райцентре в самих Намцах у нас есть поликлиника на 200 посещений в смену, стационар с 6 отделениями, и противотуберкулезный диспансер и отделение скорой помощи. Также большой толчок для развития медицины в регионах оказал нацпроект здравоохранения. Насколько эти вливания ощутимы в сельской медицине? Во-первых, хотел бы поблагодарить руководство республики и правительство республики за оказанную поддержку в части включения нас в эту программу. И за последние 3 года как население, так и коллектив нашей больницы ощутил действительно реализацию этой программы, реализацию нацпроектов. С 2020 года мы активно ведем работу по строительству, по обновлению наших объектов. Например, в 2020 году в населенном пункте нашем труднодоступном Салбан был построен фельдшерско-акушерский пункт. В 2021 году мы построили ФАП в Бетюнцах по программе «Комплексное развитие сельских территорий». И в 2022 году, буквально месяц назад, мы ввели модульную врачебную амбулаторию в селе Апаны, который более в современном, можно сказать, таком стиле брендбуке Министерства здравоохранения, служба здоровья. Также у нас идет очень активное обновление медицинского оборудования. Большой толчок нам дал здесь. В прошлом году мы установили тоже по программе модернизации компьютерный томограф 16-срезовый в поликлинике Намской ЦРБ, который нам, во-первых, конечно, очень сильно помог при диагностике как новой коронавирусной инфекции, так и мы его сейчас, конечно, применяем при работе с нашими пациентами с инсультами и с другими заболеваниями. Также мы получили и медицинский автотранспорт за последние 3 года. Это конкретно это 7 единиц автотранспорта. Это 2 реанимобиля для скорой помощи. Это 4 санитарных автотранспорта для наших врачебных амбулаторий и для поликлиники. В прошлом году мы получили передвижной медицинский комплекс на базе КАМАЗа. Но если говорить по вообще оснащению, согласно программе модернизации,
по НАЦ-проекту, то, конечно, можно говорить еще много. Там у нас и ультразвуковые аппараты, ну и так далее, и так далее. И вот буквально совсем недавно мы внедрили у себя, приобрели при поддержке Министерства здравоохранения наркозодыхательный аппарат современный, вот, который позволяет более щадяще вводить в наркоз при проведении там, оперативных вмешательств, в том числе ингаляционный наркоз масочный для наших пациентов, как для взрослых, так и для детей. Получается, тогда жители сельской местности могут не выезжать за пределы своего района, а получать всю необходимую медицинскую помощь у себя дома. Да, но у нас центральная районная больница относится к медицинским организациям первого уровня, то есть мы оказываем всю врачебную, экстренную, неотложную медицинскую помощь по всем профилям, в том числе по хирургии, по детству, по терапии, акушерству, гинекологии и так далее. Вот. И, конечно, всю экстренную помощь мы можем в том числе там, оперативно оказать у себя. Вот. И наша ЦРБ имеет чуть более 40 лицензию на более 40 видов медицинских услуг. Вот. Это хорошие показатели. Но что Да. насчет кадров? Часто так бывает, что в сельской местности бывает сильная нехватка кадров в медицине. Как сейчас у вас с кадрами обстоят дела? Насколько действенны в этом такие программы, как «Земский доктор» и «Земский фельдшер»? Ну, вообще хочется сказать то, что у нас одна из крупных центральных районных больниц, всего у нас работает чуть больше 500 сотрудников. Это 80 врачей, там 250 среднего медицинского персонала, младшего и прочего персонала. Вот. И по программе «Земский доктор», она как раз-таки работает у нас уже 10 лет. За эти 10 лет в Намскую центральную районную больницу было привлечено чуть больше 60 специалистов. И большая половина из них уже даже по истечению срока своего контракта, 5-летнего, они остались работать, закрепились. И я думаю, как раз-таки эта программа позволила нам прийти к, на сегодняшний день у нас уже укомплектованность ближе к 100%. Вот как по врачам, так и по среднему медперсоналу. Но все же, конечно, у нас есть проблемы в части укомплектования. Например, на сегодня у нас есть, вчера было 3 вакансии участкового терапевта, сегодня 2. Буквально вчера мы приняли на работу в одну из своих врачебных амбулаторий тоже вот участкового терапевта. Вот. И ежегодно, да, мы привлекаем как врачей, так и фельдшеров. Вот нынче, например, у нас трудоустроены вот в тот же отдаленный населенный пункт Салбан, где у нас долгие годы была проблема с обеспечением кадров. Вот буквально вот нынче у нас с лета работает там фельдшер и акушерка. Семейная пара, да, трудоустроились, работает. Вот. Также в другие населенные пункты, там, где у нас есть и ФАП, и амбулатории, мы потихонечку, конечно, по мере возможности стараемся всех обеспечить. Вот единственное, да, у нас есть сейчас 2 вакансии, которые мы должны будем закрыть, а так укомплектованность ближе к 100%. А кроме кадров, какие еще проблемы сельской медицины, на ваш взгляд, нужно решать? Ну, как я сказал, во-первых, растет численность населения, вместе с этим растет и потребность вообще в медицинских услугах. И здесь персонал больницы и больницы в целом должны отвечать этим всем требованиям. То есть ежегодно у нас выходят новые методические рекомендации по лечению. Ежегодно у нас обновляется там оборудование. То есть мы должны также успевать в ногу со временем идти вперед и обновлять свои умения, навыки по врачебному персоналу, так и обновлять свое техническое оснащение в части медицинского оборудования. Сейчас повсеместно говорят о бережливых технологиях. Как они реализуются применительно к медицине? Вот как раз-таки с 2020 года наша Намская центральная районная больница является пилотным учреждением, которое внедряет вот как раз-таки все проекты по и бережливым технологиям, и по проектам новой модели медицинской организации, и по жизненным ситуациям. И у нас реализуется на сегодняшний день 6 проектов. Самое первое, конечно, с 2020 года мы начали. Вообще для чего эти проекты нужны? Они нужны для того, чтобы пациент или посетитель медицинской организации более
комфортно себя чувствовал при посещении поликлиники или больницы и более комфортно себя чувствовал при оказании ему медицинской помощи. Например, в поликлинике Намская ЦРБ у нас первым делом мы сделали реконструкцию. Если ранее, например, в трехэтажной поликлинике у нас медицинскому персоналу, врачам-специалистам было предусмотрено около 700 квадратных метров, то мы путем реконструкции, путем пересмотра некоторых помещений увеличили этот показатель до 1000 квадратов. 1000 квадратов сейчас уже конкретно отведено для оказания медпомощи. Вот. И при входе в поликлинику мы сразу же разделили наши потоки, то есть потоки посетителей здоровых, которые приходят за справками, скажем, или при проведении профилактических мероприятий. Эти потоки мы постарались разделить с потоками наших пациентов, которые пришли по случаю заболевания. Вот. И в регистратуре также у нас сделана открытая регистратура, более комфортная, есть зона ожидания, вот. Есть система навигации. Вот. Если конкретно говорить, например, по качественным показателям, если ранее на, предположим, определение при входе в поликлинику посетитель определял, куда ему пойти, в какой кабинет, он затрачивал на это до 3 минут, то сейчас уже при актуальной навигации, то есть указателях и так далее, он на это затрачивает всего 15 секунд. То есть уже понимает, в какой кабинет ему надо, где какой врач сидит и так далее. Потом, если говорить о других проектах, например, по проекту «Медицинский осмотр детей до 1 года». Если ранее мамочкам с детьми приходилось несколько дней подряд приходить, каждому из специалистов занимать очередь, предположим, иной раз бывало то, что в один день не удавалось, то мы здесь собрали всех специалистов в один кабинет, то есть за одно посещение мамочка с ребенком могут пройти медосмотр в одном кабинете сразу же вместо нескольких дней за 15 минут. Вот то же самое у нас и по дневному стационару. Если ранее в дневном стационаре у нас, предположим, в день могли лечиться 30 пациентов, то пропускная способность после внедрения двухсменного режима работы, после внедрения более комфортных условий нахождения, там на это в день мы можем за 2 смены уже обслуживать в 2 раза больше, до 60 пациентов. То есть человек, придя в дневной стационар по заболеванию, он может уже перед работой или после работы вообще. На самом деле, если говорить о наших юбилейных мероприятиях, то да, мы буквально недавно получили архивную справку, где действительно написано, что в 1898 году в Намском уезде организовать амбулаторию в таком-то здании с 2 комнатами. Одна комната под фельдшера, вторая комната под его жилье. И вот с этого момента мы отсчитываем старт рождения медицинского пункта в Намском улусе. В следующем году уже исполняется 125 лет. Наша большая мечта, конечно, чтобы у нас меньше болели, чтобы наши показатели демографические только увеличивались, и чтобы люди занимались профилактикой, чтобы вовремя проходили диспансеризацию, периодические медицинские осмотры. И болезнь ведь легче предупредить, чем лечить. Спасибо большое за вашу работу. Мечты обязательно должны сбываться. Желаем, чтобы и ваши мечты были осуществлены. Спасибо большое, что пришли и ответили на наши вопросы. Спасибо. Я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего доброго.